Здравствуйте, дорогие коллеги, уважаемые гости, зрители, любители футбола. Как известно, 7 марта в 17:00 на стадионе «Динамо» состоится матч за Суперкубок Абхазии 2024 года между «Динамо Сухум» и ФК «Гагра». Это матч между обладателем Кубка Абхазии и чемпионом Абхазии, чемпионом Суперлиги прошлого сезона. Традиционно считается открытием футбольного сезона, о котором мы поговорим с нашими сегодняшними гостями в пресс-центре Республики Абхазия, которых я с удовольствием представлю. Это президент Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа, а также капитан ФК «Гагра» Стамур Цишва и капитан «Динамо Сухум» Аслан Багатырин. Итак, дорогие гости, еще раз рад вас приветствовать. Возвращаясь к предстоящему матчу, среди футбольных болельщиков бытует такое мнение, что этот матч за Суперкубок Абхазии часто бывает не слишком зрелищным, в связи с тем, что команды, это первый матч для команды, и они подходят к нему не на пике своей спортивной формы. Шабат, как вы думаете, будет ли этот матч исключением? Я думаю, этот матч будет очень интересным, тем более статистика говорит о том, что эти команды встречались между собой за Суперкубок в 2011 году. Матч тогда закончился со счетом 2-2, и в дополнительное время в серии пенальти тогда Гагра стала чемпионом. До последних минут было напряжение, был интерес, поэтому я думаю, и этот матч не будет исключением. Аслан, как готовится «Динамо Сухум к предстоящему матчу? «Динамо Сухум» вышла из отпуска 29 января, приступили к тренировочному процессу. В принципе, подготовка. Прошли предсезонную подготовку. У нас были одноразовые тренировки, мы не садились на сборы, но я думаю, команда достаточно готова к предстоящему сезону. Стамур, какие изменения в команде прошли в межсезонье, в какой форме вы подошли к первому матчу? Здравствуй, Винал. Изменения у нас в команде большие. У нас поменялся, практически полсостава поменялось, у нас новых людей много. Мы не совсем сыгранные, что это может, конечно, сказаться на игре, но ребята неплохие пришли. Мы надеемся, что мы повторим прошлогодний успех, мы будем биться, как обычно, за все призовые места. Предсезонка была неплохой, мы немножко поздно начали, там был ряд объективных причин. Ну, вроде подошли неплохо, сыграли 3 товарищеских матча. Я вообще считаю, победит в данной игре тот, кто лучше подготовился. Просто сейчас примерно тактические команды равны и индивидуально, ну, плюс-минус. А вот то, как предсезонку прошел, вот это мы все увидим. Кто физически более готов, тот и выиграет, я думаю, игру. Ну, вы анализируете состояние соперников, что вы можете сказать, в каком состоянии сегодня «Динамо Сухум» подходит к матчу? Я не знаю, в каком состоянии «Динамо Сухум» находится вот именно к этому матчу. Мы не играли с ними товарищеские игры, мы играли с другими командами. Ну, «Динамо» всегда хорошая команда, тактически обученная, крепкая. С «Динамо» всегда были принципиально сложные игры, тяжелые игры и интересные игры. Я думаю, что и этот, надеюсь, во всяком случае, что этот матч не станет исключением для болельщиков, и он будет такой же интересный, как и все наши остальные игры. Аслан, у вас предстоит игра все-таки на сегодняшний день с сильнейшим клубом Абхазии, с чемпионом Абхазии. Как вы оцениваете своего соперника? Ну, вот правильно, как подметил Астамур, наверное, на первый план выйдут физические качества, кто как подготовился. В принципе, несмотря на то, что Гагра выиграла чемпионат, команды примерно равные, что тактически, да, что физически в данный момент. Не знаю, не могу предсказывать, но во всяком случае, я думаю, что будет интересная игра для болельщиков в первую очередь. Ну, я думаю, ко всем вопросам все-таки вот это начало футбольного сезона. В футбольной лиге появилась в том числе и новая команда, да, которая перешла из нижней лиги. На ваш взгляд, Стамур, какие команды будут бороться за чемпионство? Вот кого вы считаете как чемпион Абхазии сегодня своими основными соперниками в этом сезоне? Ну, вы знаете, уже на протяжении пару лет
принципе, команды 3-4, которые равны, это Нарт Сухум, Гагра, Динамо тот же и Рица Гудаута. Правильно, вот всегда среди этих команд разыгрывается. Я не знаю, в каком состоянии будет Кутол, новая команда, это как такой не знаю, как сказать, даже кот в мешке, что ли, мы не знаем эту команду, не знаем, что она себя представляет, поэтому о них ничего не могу сказать, хотя знаю, кто ребята туда перешли, ребята хорошие футболисты. С Гагры там пару человек играет за них, ну, в общем, все игровые такие ребята, не могу ничего сказать, как они будут выступать, а так вот, я думаю, что чемпионство опять развернется среди вот этих команд. Аслан, вы как думаете? Действительно, как сказал Астамур, есть в футболе такая практика, когда новичок становится чемпионом. Как развернется Все борьба возможно, в да. России? Мы сыграли с ними товарищескую игру вот с новичками чемпионата. Достаточно убедительный футбол показала команда, поэтому не исключено, что они будут в этой вот уже пятерке, получается. Если Астамур назвал четверку, в принципе, я думаю, Кутольская Бзана может вполне побороться за чемпионство. Но опять же, это была контрольная игра, поэтому я не знаю, как они проявят себя в чемпионате. Будем смотреть. Шабат, ваши коллеги назвали в том числе клуб Нарт. Мне вспоминается, что вы долгое время играли за этот клуб. И сегодня, будучи президентом Федерации футбола, удается ли вам оставаться беспристрастным по отношению к клубу или все-таки сердцу не прикажешь и вы остаетесь болельщиком клуба Нарт? Ну, я думаю, люди со стороны должны оценить, есть ли у меня какое-нибудь пристрастие к команде Нарт или нет. Стараемся в работе ко всем подходить одинаково, относиться ко всем справедливо, вне зависимости от того, какая команда. А так, в принципе, в каждой команде есть друзья, товарищи, за которыми я слежу, за которых я болею. Поэтому, в принципе, сказать, что отдельное предпочтение Нарту отдаю, сегодня уже нет. Астамур отметил, да, вот, четверку фаворитов, на его взгляд. Аслан добавил туда еще и ФК Бзану. В каком состоянии, на ваш взгляд, сегодня ваш бывший клуб? Насколько мне известно, у Нарта в этом году новый тренер. Ну, Нарт, да, у них сегодня новый тренер, есть неопределенные изменения, но не всегда эти изменения хорошо, поэтому что даст это изменение, покажет только чемпионат. Я думаю, они готовятся, у нового руководства, я думаю, интерес побеждать, как и у всех, в принципе, спортсменов, поэтому будем ждать чемпионата и следить за командами. В этом году Абхазия также должна будет принять участие в чемпионате Конифа. Астамур, есть ли представители из вашей команды в сборной? И как вы видите шансы Абхазии в этом году? Да, представители есть гагрские. Конечно, есть человека 3-4, которые постоянно призываются в сборную Абхазии. Шанс у сборной, ну, мы всегда ездим на игры Конифа, всегда ездим за чемпионством, мы всегда боремся за призовые места, что у нас получается. На последнем турнире мы стали бронзовыми призерами. Так что, конечно, шансы есть всегда, и мы всегда боремся только за победу. Есть ли представители Динамо Сухум в сборной, и как вы оцениваете подготовку к чемпионату Конифа? Аслан? Представители Динамо тоже периодически, да, попадают в сборную. Я думаю, что вот этот отрезок чемпионата позволит еще больше футболистов с Динамо вызвать в нашу национальную сборную. Ну, я считаю, что сборная Абхазии всегда в ранге фаворита, и что на домашнем чемпионате мира, что на остальных там всех турнирах. Поэтому амбиции самые высокие. А вы говорили о представителе команды. Я вспомнил, что состав «Динамо» характерен тем, что в нем часто принимали участие легионеры из африканских стран. Есть ли в этом году у вас Вот легионеры? это открытый вопрос пока, поэтому у нас были 2 легионера на просмотре, то остаются они или нет, будет известно буквально на днях. Не могу предсказывать, не знаю, честное слово. Думаю, что нет. Астамур, вы не сталкивались с практикой легионеров в вашей команде? Как У нас обстоят? часто играют легионеры, в этом году они будут. Это ребята с Сочи, Садлера, в основном оттуда. Афроамериканцев у нас не было в команде, но легионеры в этом году тоже будут.
Шаббат и еще одно известное футбольное событие, нашумевшее в прошлом году, это участие команды в двух матчах с командами медиа-лиги. Есть ли информация в этом году, будут ли матчи с участием медиа-лиги в Сухуми? Да, в этом году у нас уже была запланирована встреча в Абхазии с командой, новой командой медиа-лиги, но, к сожалению, по определенным обстоятельствам эта игра не состоялась. В этом году, как вы сказали ранее, идет подготовка к ОНИФА, и основной акцент международных матчей будет поставлен на игры сборной, для того, чтобы тренерский штаб мог просмотреть определенное количество футболистов и их готовность к ОНИФА. Поэтому сказать по медиа-лиге ничего пока не можем. Надеемся, что эти матчи тоже будут, но в приоритете будут матчи именно национальной сборной. Шаббат, мы говорили о легионерах. Вот в целом в абхазском футболе, насколько легионеры представлены во внутреннем чемпионате, и на ваш взгляд, вот это позитивно сказывается на абхазском футболе, или все-таки они замещают местных игроков? Как к этому относиться? Если взять статистику 2023 года, вообще был побит рекорд. 33 легионера заявлено было в том году. В этом году пока еще полной цифры нету, потихоньку начинают заявлять. На самом деле Абхазия испытывает небольшой такой дефицит футболистов. И поэтому определенное количество легионеров помогает нам удержать хороший уровень. Но переизбыток легионеров тоже может сказаться плохо, потому что подрастающее поколение получает мало игрового времени. Это тоже не есть хорошо, поэтому тренерский штаб каждой команды, он должен балансировать в этом. А есть тут какая-то статистика, допустим, в каком из направлений больше представлены легионеров? То есть это защита, нападение, полузащита? Нет, к сожалению, такой статистики нету, потому что у каждой команды есть свои пробелы, и вот благодаря легионерам они заполняют эти пробелы. А сколько легионеров из Абхазии сегодня играют в мире, в России в частности? На профессиональном уровне у нас играет 8 человек, а если взять молодежь, которая играет в академиях, школах, то это около 25 человек. Цифра растет, каждый год у нас забирают все больше и больше молодых детей в команды в Академии российской. А могли бы вы поделиться за прошлый год, какие из наших футболистов попали в российский футбольный? Я недавно буквально об этом говорил. В том году самое большое событие для нас — это Лука Богателя, который прорвался в АПЛ, российскую премьер-лигу, в РПЛ, да, в российскую премьер-лигу. И это большое достижение, я думаю, это большой стимул для всех детей наблюдать, что 19-летний воспитанник абхазского футбола, футбольного клуба «Рица» сегодня покоряет Россию. Я думаю, это большой стимул для подрастающего поколения. Если говорить о подрастающем поколении, я бы хотел вернуться к детско-юношескому футболу. Что мы ожидаем от этого турнира в этом году? В этом году у нас запланировано провести ДЮФЛ по 7 возрастам. 2 возраста мы уже будем играть чемпионат. Остальные возраста мы играем первенство без определения таблиц. Это методика, взятая с Европы. Это благодаря нашим тренерам совместно, так скажем, она была продвинута в Абхазии. 93 команды детские зарегистрировано уже сегодня в ДЮФЛ. Все игры, к сожалению, пока проходят только на «Динамо». Стараемся потихоньку заполнять город Очимчира и город Гагра, чтобы распространить как можно больше детский футбол по всей Абхазии. То есть, насколько я понимаю, методика заключается в том, что это не в рамках чемпионата, а сразу игры на вылет?
Нет, И это в чем преимущество вообще играют турнира? в круговую, каждый с каждым в течение всего года, но при этом нету турнирной таблицы. Это сделано для того, чтобы сохранить психологически устойчивость футболистов. Мы играем до 10 лет в такой формат, после 10 мы уже потихоньку начинаем переходить в формат чемпионата, где уже есть таблица, где уже определяются места, где уже есть награды, и личные награды, и титулы, в принципе. То есть эта методика больше связана с психологическим Да. состоянием молодых футболистов, чтобы... Да, именно так и есть. Стамур и Аслан, у меня вот в связи с этим тоже к вам вопрос. Насколько часто вы следите за детским и юношеским футболом и как часто оттуда футболисты перебираются в ваши команды? Может быть, есть представители молодежи, которые вошли ярко в прошлом сезоне в вашу команду? Да, есть, конечно, такие всегда. Я думаю, это в каждом клубе Абхазии, потому что есть школы у клубов, и оттуда подрастают и подпитывается команда основная игроками именно с детских школ, своих школ. Да, у нас человек 6 сейчас тренируется, взрослых ребят, взрослых относительно, это выпускные годы школы, 9, 10, 11 классы. Да, по чуть-чуть их внедряют в составы. В том году пару человека 3 уже дали достаточно много игрового времени, получили, они играют. Я думаю, в этом году у них еще будет больше игрового времени, еще пару человек пришли, молодых ребят, еще младше. У них тоже какое-то будет игровое время, и по чуть-чуть они заменят нас. Конечно, будет новая смена поколения будет. Аслан, как в «Динамо Сухум» подготовка молодежи? В принципе, в «Динамо Сухум» функционирует детская школа хорошо. У нас на сегодняшний день задействованы все возраста, начиная с 2017 года рождения до дублеров уже детей 15-16 лет. И, соответственно, каждый год команда пополняется несколькими футболистами из детской школы. В прошлом году два человека играли в основном составе практически весь второй круг и Кубок Абхазии. Поэтому с каждым годом число детей растет, число молодых футболистов в нашей команде растет. Коллеги, может быть, есть вопросы? Я бы хотел вернуться к теме предстоящего матча. В «Динамо Сухум» есть травмированные, может быть, или команда подходит в своем основном составе к этому матчу? В принципе, к игре мы подходим в оптимальном составе. Ни травмированных, ни дисквалифицированных футболистов у нас нет к этой игре. А как в целом шаббат у нас проходит межсезонье? Насколько происходит текучка кадров между основными командами чемпионата? И что известно по этому поводу в рамках? В основном это желание самих футболистов поменять город, поменять команду. В основной массе, конечно, у нас не распространено то, что игроки каждый год меняют команды. Это происходит очень мало. В основном люди представляют те команды, которые их воспитали, понимаете? Сегодня воспитанники Гагры играют за Гагру, потому что это клуб их воспитал, дал им возможность, они остаются играть так. Также есть академия Динамо, кстати, она очень большая, он об этом тоже говорил. И в приоритете остается играть за ту команду, которая тебя воспитала. Пресс-конференция подходит к концу, а я напоминаю нашим зрителям, что 7 марта на стадионе «Динамо Сухум» состоится матч за Суперкубок Абхазии между «Динамо Сухум» и ФК «Гагра». Оставайтесь с нами, до новых встреч.